В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Ежегодный отчет правительства в Госдуме будет посвящен мерам, принятым во всех сферах. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. В Якутии на 2 ледовых переправах понизили грузоподъемность. 15 апреля ледовые переправы и автозимники центральных районов подлежат закрытию. Началась весна на НВК. Масштабный проект национальной вещательной компании «Саха» покажет жизнь нескольких районов республики. И театры, и библиотеки, и искусство сегодня в России отмечают День работника культуры. Якутская независимая игровая компания Crealit Games совсем скоро выпустит на обозрение свой новый проект под названием K-Cup. Автором идеи стал участник СВО из Якутии. Ежегодный отчет правительства в Госдуме будет посвящен мерам, принятым во всех сферах, в частности, в демографии, поддержке семей с детьми и участников СВО, а также развитии промышленности. Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что в прошлом году правительство и парламент многое делали сообща. Важно сохранить такой настрой для достижения стратегических целей развития страны и, главное, для повышения благополучия граждан и развития экономики, добавил премьер-министр. С кабинетом министров, которые... В Нью-Дели состоялся Северный форум Индия. Мероприятие направлено на укрепление сотрудничества между Россией и Индией, а также другими странами, которые заинтересованы во взаимодействии с арктическими регионами. На этой площадке прошли научные и деловые конференции, подписаны соглашения о сотрудничестве. Подробности в следующем материале. Арктика в центре международного внимания находится все последние годы, причем за полярными территориями интересуются даже южные страны. Так, в прошлом году состоялся Северный форум в Китае. В этот раз экспертов, бизнесменов и ученых встречали уже в Индии. Интересы Индии – это, конечно, энергоресурсы. Во-вторых, это возможность изучения климата в арктических условиях, поскольку с учетом того, что Индия является активно развивающейся экономикой аграрно-индустриальной, то любые процессы, связанные с изменением климата, с увеличением количества осадков или с увеличением уровня океана, они очень пагубно могут повлиять на способности этой экономики развиваться. Индия участвует в делах Арктики с 1922 года. Тогда это были британско-индийские исследования. Изначально нас интересовали научные исследования. Но сегодня встал вопрос глобального потепления, вопросы окружающей среды. Также мы заинтересованы в добыче полезных ископаемых. Присутствовать в Арктике важно. Организатором конференции с российской стороны выступила дирекция Северного форума, штаб-квартира которого располагается в Якутске. Эксперты отметили, что сфер для сотрудничества между странами действительно много. Это и логистика, промышленность, энергетика. Отдельная сфера интересов – это научные исследования. Мы знаем, что Индия нуждается в нефти и газе России. Мы знаем, что Индия очень хорошо развивает IT-технологии. Фармакология имеет очень большие достижения, переработки полезных ископаемых. Но, конечно же, это основное, это алмазная промышленность, то, что важно для Якутии, скажем так, да. Здесь Якутия присутствует большой делегацией и проведет специальные переговоры по этому направлению. В рамках форума со своими презентациями и докладами выступили российские и индийские эксперты. Были обозначены самые перспективные направления для сотрудничества и подписаны соглашения, направленные на усиление культурных, научных и экономических связей между арктическими регионами России и Индии. А в конце мероприятия состоялась высадка сада дружбы и открытие русского класса в инженерном колледже Индерпраста. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Нью-Дели, Индия. С апреля семейную ипотеку в Якутии можно оформить на вторичное жилье. В реестр городов вошли Томот, Верхоянск, Вилюйск, Нюрба, Ленск, Мирный, Удачный, Алекминск, Покровск и Среднеколымск. Кредит могут получить семьи с ребенком, которому до 6 лет включительно. Заемщиком может выступать любой из родителей ребенка. Важно, чтобы у заемщика было российское гражданство. Условия для вторичного жилья и новостроек будут одинаковыми. Ставка 6% годовых, срок кредитования до 30 лет, первоначальные взносы 20% от стоимости квартиры. Минимальная сумма кредита от 300 тысяч рублей, максимальная 6 миллионов. В Якутии на 2 ледовых переправах понизили грузоподъемность. Так, с 25 марта через реку Алдан в Алданском районе на переправе А-360 Угина разрешен проезд транспорта массой до 60 тонн. На переправе Нижний Куранах-Угаян до 15 тонн.
На сегодняшний день все 48 ледовых переправ в регионе открыты. С 15 апреля ледовые переправы и автозимники центральных районов подлежат закрытию. Проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта. В арктических и северных районах переправы закроются 20-25 апреля. Подвели итоги 5-го юбилейного молодежного фестиваля «Мусустар». В течение недели с 17 по 22 марта в республике прошли около 50 мероприятий по 12 направлениям. По результатам 23 конкурсов организаторы и эксперты выявили и поддержали молодые таланты республики. В этом году фестиваль объединил более 8 тысяч участников, 3 тысячи из них победители муниципальных этапов, прибывшие в Якутск на финальную часть. Впервые в программу включили федеральный проект «Чистая Арктика», а также слет участников платформы «Россия. Страна возможностей». Напомню, что лучшим районом по итогам конкурсного зачета стал Мегино-Кангаласский, а лучшим арктическим – Оленёкский. Каждый конкурс унес в себе какую-то определенную уникальность. В каждом конкурсе кто-то продвинулся там по количеству участников, кто-то продвинулся потому, что в СМИ была большая трансляция. У кого-то выявились очень яркие лидеры. Мы не должны останавливаться. Мы не только с победителями и финалистами, вообще с участниками молодежного фестиваля «Мусустар» по отраслям мы должны провести определенную работу. Конечно же, у нас начинается подготовка уже к 6-му «Мусустару». В Якутске завершился региональный этап соревнований профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Чемпионат проходил с 17 по 24 марта, собрав более 300 участников, школьников, студентов и специалистов, а также более 250 экспертов-наставников. Соревнования развернулись по 64 компетенциям. И, кроме того, в этом году программа расширена 9 новыми направлениями. А география участников охватила 10 районов республики, включая новые в этом году – Намский, Кангаласский и Сунтарский. Победители представят Якутию во всероссийском этапе в конце этого года. За эти 10 лет это начало с 5 компетенций, 22 участника, а сегодня это 65 компетенций. В разы увеличилось. Да? Количество школьников и студентов сравнялось. Да? Это порядка 160 участников по каждому направлению. Здесь у нас есть много партнеров, общественные организации, предприятия, которые готовы поддержать лиц с ограниченными возможностями и с инвалидностью, которые проявляют свои профессиональные навыки на этом чемпионате. Якутская независимая игровая компания Create Games совсем скоро выпустит на обозрение свой новый проект под названием K-Cup. Генеральным директором компании по совместительству создателем идеи стал участник СВО из Якутии Николай Потапов. О проекте, компании и дате выхода игры смотрите в сюжете Тимура Колмогорова. Николай Потапов принимал участие в спецоперации по контракту в 2022 году. В зоне боевых действий он работал военным врачом. За отвагу в спасении сослуживцев был награжден орденом мужества. После, получив тяжелое ранение, ушел на увольнение. Вернувшись на родину, мужчина решил осуществить свою давнюю мечту – стать создателем игр. У меня есть мечта с друзьями выпускать компьютерные игры из Якутии, чтобы мы могли покорить весь мир, не выходя из родных стен. Собрав свою команду из таких же любителей и энтузиастов, летом 2024 года Николай создал свою компанию по разработке игр. Уже в ноябре они приступили к разработке своего первого проекта под названием Cake Up. Игра рассчитана на все возраста и предоставит игроку роль курьера, который должен будет доставить торт заказчику. А по пути главного героя будут ожидать множество препятствий. Его главная задача это, как доставщика, это доставить торт своему заказчику. И в процессе игры не потерять торт по кускам. Вот сейчас я потерял торт, и я его себе вернул. Правило 5 секунд здесь работает. Иногда команда сталкивается с различными проблемами, но они не останавливают их решимость. В разработке, получается, ты можешь уже столкнуться с тем, чему тебя не учили. Может быть, ты сделал что-то одно, да, ты включил это, посмотрел, как это смотрится. Это совсем не то, о чем ты думал, что бы ты хотел. Вот такие моменты, конечно, имеются. Не менее важным в создании игры является дизайн уровней, по которому будет путешествовать игрок. Тоже слишком много вот этих моделек здесь нельзя ставить, потому что она влияет на
производительность? Тут нет, тут скорее уже как левел дизайн. То есть здесь игрок спрятался, и он может здесь переждать. Цель нашей игры, чтобы игрок постоянно перемещался, передвигался. Стараемся как можно проще модели делать, чтобы любой компьютер должен осилить нашу игру. Разработчики лично тестируют свою игру для проверки ее корректной работы, а также наличия и устранения разного рода ошибок. Сперва сами, но так как разработчик, так как каждый день он это играет, у него может глаз замылиться, поэтому должен массовый сторонний игрок. То есть, ну и самое основное, это вот когда всеми выйдем, демо, уже там массовый пойдет. Все будут писать на почты, нам уже отзывы, какие-то рекомендации, советы. K-Cup выйдет на популярнейшей игровой платформе Steam в формате демо-версии. Она будет бесплатной, потому каждый желающий сможет скачать ее и опробовать себя в роли курьера. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Ну а далее смотрите подборку новостей от наших коллег из Нерюнгринского района. В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Екатерина Павлова. Здравствуйте! Сделать жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья комфортнее был призван межрегиональный форум, который прошел в столице Южной Якутии. Он собрал представителей социальных учреждений из 7 регионов России. Это реабилитационные центры, дома социального обслуживания, центры наставничества и многие другие организации, работающие с людьми, которым нужна помощь и уход. Участники делились накопленным опытом реализации различных программ, применением новых методов, технологий и перенимали опыт учреждений Нерюнгринского района. Наша организация, например, работает с 2012 года. И начинали мы работать как раз с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. И мне есть чем поделиться здесь с коллегами, в том числе опытом работы инклюзивного подросткового пространства, куда приходят подростки нормотипичные, подростки с инвалидностью в том числе. Также для участников были организованы практические тренинги по решению различных ситуаций, возникающих при работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно, форум станет очередным шагом к развитию социальных учреждений Южной Якутии. Единый государственный экзамен для родителей проводится в первой школе города Нерюнгри уже 6-й год и каждый раз вызывает большой интерес у родителей выпускников. Перед экзаменом его участники проходят такую же проверку, как и будущие выпускники. Проходят регистрацию и досмотр на рамке металлодетектора, сдают мобильные телефоны и предъявляют паспорт. Задача родителей – заполнить бланки, посмотреть задания. И если будет возможность, желание, то, конечно же, задания порешать. Задания, которые выполняют родители, не остаются непроверенными. Эти задания мы проверяем, и родители, очень многие интересуются своим результатом и радуются, когда результат у них хороший. Поэтому пожелаем всем родителям ни пуха, ни пера, так же, как мы желаем это детям. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. У меня второй ребенок заканчивает школу, и было интересно побыть в их шкуре, почувствовать, что такое это ЕГЭ, всю процедуру пройти самой, чтобы разделить с ребенком его волнение, понимать. Как вы думаете, как вы справитесь с сегодняшним заданием? Смотря какая дисциплина будет. Ну, надеюсь, что-то помню со школьной программы. Нерюнгри погрузился в атмосферу светлого и радостного праздника Сагалган – бурятского Нового года по лунному календарю. Сегодня в районе проживает около 4000 представителей бурятского народа. Это одна из самых многочисленных автономий в составе Ассамблеи народов Якутии. Бурятская автономия города Нерюнгри ежегодно проводит праздничные мероприятия, посвященные нашим важным праздникам. Это Сагалган, это
Новый год наш и Сурхарбан – летний праздник. В рамках празднования Белого месяца представители бурятской автономии представили свою культуру и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Большой праздничный концерт был благотворительным. Все вырученные денежные средства будут направлены в поддержку бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. На этой неделе состоится очередной большой этап военно-патриотической игры «Зорница 2.0», где на протяжении 3 дней участников ждут командные и личные состязания. Об этом и других новостях мы расскажем в наших выпусках на канале «Якутия-24». По итогам республиканского конкурса профессионального мастерства лучшим классным руководителем признана педагог Алданской школы с углубленным изучением отдельных предметов Оксана Чикачева. Завоеванная победа полностью подтверждается оценками, которые свои классные ставят дети. Секретами мастерства Оксана Дмитриевна поделилась и с нашими коллегами. У ребят наступили каникулы, однако это вовсе не означает, что в ближайшие дни педагог школы с углубленным изучением отдельных предметов Оксана Чикачева не увидит своих ребят. Оксана Дмитриевна – классный руководитель 5 и 7 классов, и наступившая неделя у мальчишек и девчонок станет плотной. Совсем недавно, в субботу, сходили в театр юного зрителя на спектакль. В среду мы идем смотреть «Пальму-2». По мнению ребят, их классная самая классная, и Оксана Дмитриевна это подтвердила. Она стала победительницей республиканского конкурса профмастерства по направлению «Классное руководство». К слову, эксперты в своих оценках были очень строгими, а испытания, особенно финальные, оказались вовсе непростыми. Были промежуточные итоги, определяли, кто проходит финал, кто остается слушателем курсов, потому что это проходило в рамках курсовой подготовки. И третье испытание – это мастер-класс. И последнее, заключительное, 4-е испытание – это разговор с учителем в формате разговор с классным руководителем в формате пресс-конференции. Последняя четверть года станет сложной. Впрочем, март также выдался напряженным. Наряду с предметами словесности Оксана Дмитриевна ведет школу юных журналистов. И в последние недели под ее руководством ребята готовили материалы для очередного выпуска районного школьного журнала, который выходит в свет в конце учебного года. В апреле юнкоры вместе с педагогом продолжат работу над другим изданием. В стенах школы выпускается журнал «Правнуки Победы». Мы работаем по выпуску 2-го нашего номера журнала «Правнуки победителей о Великой Отечественной войне». Проект живет, проект наполняется. Раз в 2,5 года у нас получается, с периодичностью этот журнал выходит. Профессиональному росту учителя, убеждена педагог, способствует активная общественная работа. Оксана Дмитриевна принимает участие во множестве социально значимых дел и акций. Я бы хотела еще сказать об Оксане Дмитриевне как одной из активных лидеров женского движения нашего района. Она у нас активно очень принимает участие в наших мероприятиях, в том числе в одном из направлений по работе, по взаимодействию с нашим городом-побратимом, городом Догучаевском. Со стартом учебных будней возобновятся занятия в театральной студии, которой Оксана Дмитриевна руководит вместе с коллегой, педагогом русского языка и литературы Анастасией Владимировной Дворниковой. Юные артисты будут готовить представления для концертов и встреч, которые состоятся весной. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Саха-академическом театре имени Платона Аюнского состоялся вечер, посвященный Дню работников культуры. Праздничное событие собрало представителей различных сфер искусства и культурного наследия Якутии. В ходе вечера отметили заслуги выдающихся деятелей культуры, а также наметили перспективы развития отрасли. Завершилось торжество короткими театральными номерами. Культура – это очень деликатная, тонкая сфера, которая касается духовного мира человека. Каждый человек имеет отношение к культуре. И я работаю в сфере культуры 50 лет, и работник культуры – это тот человек, который берет всегда ответственность на свои плечи и несет дальше светлые, скажем так, духовные ценности, которые неприходящие от поколения к поколению, они должны передаваться обязательно молодому поколению.
Весна на НВК – один из самых значимых и масштабных проектов нашей компании. Он направлен на то, чтобы показать жизнь людей в отдаленных уголках нашей республики. В этот раз большая съемочная группа отправилась в Тампонский район. О подробностях расскажут мои коллеги. Приветствую тебя, Надежда, и всех телезрителей из районного центра Тампонского района поселка Хандыга. Целых 6 съемочных бригад НВК «Саха» и «Якутия-24» работают над созданием спецпроектов и новостных сюжетов. Сегодня я побывала в IT-парке, который находится в новом современном здании межпоселенческой библиотеки, а также в многопрофильной гимназии имени второго президента Якутии Вячеслава Штырова. Кроме того, я ознакомилась с работой котельных, которые находятся в самом центре поселка Хандыга. Была я там вместе с председателем районного совета депутатов Михаилом Неустроевым. Предлагаю послушать, что он мне сказал ранее. В районном центре поселка Хандыга проживает половина населения района. Районный центр отапливают, обеспечивают теплом 12 котельных. Все работают на угле. И все котельные расположены на территории поселка, в центре поселка. И что доставляет много неудобств. В первую очередь это много шлака, дыма и снег черный. И население от этого возмущается. Поэтому есть план строительства новой котельной «Звезда». За моей спиной находится детская школа искусств. Это, пожалуй, самое известное здание Хандыги, где прямо сейчас идет грандиозный концерт. Наша большая съемочная группа уже приступила к съемкам концерта. 19 лучших творческих коллективов Тампонского района показывают различные номера. Всю программу я озвучивать не буду, но обратите внимание, здесь есть как национальная музыка, так и будут даже бурятские и тувинские танцы. Давайте я также расскажу, где я сегодня была. Я сегодня побывала в поселке Чебарки-Хая. Там расположились и культурный центр досуга, различные ФАПы, также там добывается каменный уголь. Конечно же, культура развивается так же активно, как и в Хандыге. Мы обязательно посетили и посмотрели, как же в целом там развивается культурная жизнь. Ну а подробнее нам расскажет директор самого центра Елена Козлова. Предлагаем послушать. Так, вообще у нас 18 клубных формирований и 290 участников формирования. Это не только дети, и пожилые, и взрослые, и подростки. В общем, разные слои населения. Все помещаемся. Ну, конечно, места маловато. У нас не хватает для реквизитов, нет места. Но мы хотели бы сделать ремонт, утеплить здание, чтобы к нам больше народу ходило. Потому что все зависит от тепла. Когда тепло в здании, тогда и уютно. Ну а завтра в 7 утра на телеканале «Якутия-24» в программе «Утро Якутии» будут показаны различные интересные сюжеты, различные активности. Наша съемочная группа побывала и на катке, а также во многих других интересных местах. А также будет обязательно прямое включение наших коллег. Так что подключайтесь завтра в 7 утра на телеканале «Якутия-24». Ну а первые рекорды установили на чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушениями зрения. Состязание впервые проходит в Якутске во Дворце спорта 50 лет Победы. Чемпионат собрал атлетов из 16 регионов страны. Продолжит тему Саргалана Неустроева. В этом году участие в чемпионате принимают только самые сильнейшие спортсмены страны. Якутия – труднодоступный регион, расходы на перелет слишком высоки, поэтому в команды были отобраны лучшие из лучших. Оттого и конкуренция здесь весьма высокая. И поехали! Поэтому неудивительно, что только за первую половину одного дня соревнований было установлено 4 рекорда России. Их автор, мастер спорта из Брянска Елизавета Саласина, признается, на чемпионат она летела без каких-либо ожиданий. За 3 недели я просто серьезно заболела, как болячки всякие и так далее. И не рассчитывали вообще ни на что, ехали просто выступить и
занять призовое место. Невероятно, как это хрупко, она ведь девушка в становой тяге подняла 130,5 килограммов. А ведь когда-то Елизавета начинала с 90. Но и наши якутские спортсмены тоже могут, как говорится, задать жару. К примеру, все с нетерпением ждут выступления прошлогоднего чемпиона страны Игоря Сазонова. Всего за его плечами 15 побед на национальных первенствах. А вообще Якутия, она славится своим пауэрлифтингом, не только спорта слепых, а по здоровым спортсменам, и спортсменов СПОДа. Еще один выдающийся атлет из Якутии Альберт Никифоров. Уже сегодня он выступает в составе сборной России по пауэрлифтингу спорта слепых. Подготовка атлета уже прошла. Первый день соревнований Никифоров провел, не притрагиваясь к грифу. И, разумеется, он уже поставил себе цель. Присед планирую 165, жим 102,5 и становая тяга 205-210, ну там как пойдет. А между тем, самый зрелищный этап состязания еще только впереди. По словам главного судьи чемпионата, это наверняка будут выступления атлетов в тяжелом весе. Я так думаю, что это будут мужчины. Тяжелая весовая категория, да, там будет очень интересно посмотреть. Вот. Но, к сожалению, якутс, по-моему, там не представлен, но спортсменов других регионов будет очень зрелищная борьба. Состоится она 28 марта во Дворце спорта 50 лет Победы. В этот же день будут подведены итоги чемпионата, а также первенства и абсолютного зачета, которые проходят в рамках состязаний. По итогам будет сформирована новая сборная России. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.